Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Спасение продолжается. Приехали у нас из Краснодарского края от Жени 4 собачки, друзья. Все маленькие, весом до 10 килограмм. Все очень ласковые, адекватные, все тянутся к человеку. Как посмотришь на них по приезду, какие они, и дух захватывает. Маленькие, сладкие, добрые, не дикие. Как возможно не спасти чудо детей? Их надо кормить, а может кто-то приглядит себе друга. Фотосессию смогут сделать через неделю. Посмотрите, друзья, на них. Вся надежда, друзья, у нас только на вас. Помогите им. Помните кроху-мамочку из Краснодара? Мы о них вам рассказывали. Выбросили в коробке щенков вместе с мамкой, потому что родила и стала не нужна. Домашняя собачка. Выбросили на солнечное пекло. Потом был ливень, и несчастная мать не знала, как спасти своих деток. Хорошо, что Женя узнала об этой истории, но ей было очень плохо. Ей вызывали в этот день скорую помощь. Никому эта мамка за весь день со щенками не приглянулись и никто не спас. И только Женя, как только уехала скорая и закончилась у нее капельница, вынув иглу из вены, шатаясь в ночи, уже шел ливень, поплелась спасать это семейство. Щенков передержали кое-как, со скандалами. Теперь они уже пристроены Женей в Питер, а вот мамку, такую худющую, несчастную, Женя простерилизовала по программе ОСВВ, и она готовилась на выпуск, снова на улицу, снова бегать по дорогам и быть сбитой машиной. Во время стерилизации обнаружилась у этой собачки венсаркома, то есть тем более не жилец, если не лечить. Браться за такую собаку и спасать ее без наличия денег – полное безумие. Как же ее лечить? Срочно к онкологу. Из нее брызжет кровь. Срочно анализы. И первая химия винкристином. Ведь только он спасет. Собачка замечательная, кроткая, послушная, несчастная. И весит-то всего килограмм 10. И венсаркома лечится, если ее лечить и вовремя лечить. Друзья, помогите, пожалуйста, спасти эту несчастную собачку. Ведь она небольшая, она вполне пристраиваемая, и она хочет жить. Дальняя дорога – это всегда стресс для хвостиков. Видимо, на фоне стресса у Лики началось кровотечение. Наташа сделала кровоостанавливающий укол и остановила кровь, но это помогает ненадолго. Я перевела последние рубли с карт для срочного начала обследования. Друзья, помогите, пожалуйста, спасти малышку. Нельзя ее не спасти. Она такая славная, кроткая. Посмотрите на нее, какая она худенькая, какая она несчастная. И истекает кровью. Вся надежда, друзья, на вас. Прилетели и двое якутских щенков, о которых мы просили вас в предыдущем ролике откликнуться и взять на передержку. Прилетели. Один щеночек поехал в Подмосковье на передержку к Ирине, нашей подписчице, которая откликалась еще ранее. А вот для второго щеночка, ну совсем негде ему приткнуться, негде для него нет местечка. Может быть, друзья, кто-то из вас пожелает взять на передержку щеночка. Ну вот так мы едем, вот так вот мы лежим там рядышком, да, дети мои?
Друзья, у нас всегда есть такие собаки, которые нуждаются в медицинской помощи. Иногда помощь нужна срочно, иногда откладывается на потом. Время терпит, а вдруг обойдется. Наблюдаем, но не всегда обходится. Собачка Янка, спасенная из ППЖ и приехавшая в апреле, прошла по приезду лечения в стационаре, и вроде все было хорошо. Но летом становилось ей то хуже, то лучше, не поправлялась, хотя ничто не беспокоило. Потом стала худеть, появилась вялость, появился и кашель, и слюни. Дальше ждать было нечего, надо срочно обследовать. Все, все, ничего страшного с тобой не случилось. Все, жива, здорова. Молодец. Ты молодец, что ли, Лен? Вот Янка в клинике сказали подождать. Молодец. Садись, все. Садись, все. Вон котейка там сзади лежит. Ян, ты видела котейку? Котейку видела, Ян? Яна. Взяли кровь из лапки на общий анализ крови. Ждем сейчас экспресс-тест, что покажет и врач нам объяснит. Да, Ян? У тебя какой красивый пластырь зеленого цвета. Янка. Яна. Интересно тебе, да, смотреть на меня? Иди, морда. Иди, морда. Ты морда. Вот. А вот киська пришла. Янка, тебе киська пришла. Иди понюхай киськи. Ой, скажи, какая киська. Я такой не знаю. Котенок, видишь, какой котенок красивый? Красивый котенок пришел. Котенок к Янке пришел. К Янке пришел котенок. И опять захрюкала вся. Ну да, и опять у меня кашель. Брить-то не хочется ее, а шерсть. Жидкости нету. Жидкости нету, это хорошо. Значит, просто воспаление, да? Ну, воспаление сильное, да. Угу. На все анализы и лекарства нам очень нужны деньги. Нам надо оперативно собрать сейчас 10 тысяч. Друзья, помогите, пожалуйста, этой рыжей девчушке. Помогите.